В реках прозрачнее и холоднее становится вода. В лесу уже стоит пряный запах листопада. Оранжевые вязы не понравились ей, и она перекрасила их в фиолетово-пурпурные. Теплоты, красок, заливающихся сейчас леса и рощи. Перекликаются, как будто боятся потерять друг друга. Достаточно. Молодец. С ребятами из Галского района мы говорим о русском языке, погружаемся в текст, изучаем и цифровые возможности. Да? Мы работаем со словом, с метафорой, с рифмой. Я прошу каждого представиться и назвать свое главное качество. Я начну. Итак, я Любовь Викторовна, я веселая. А ты? Я дружелюбная. Молодец. Я Марта, я веселая. Ты какой? Веселый. Тоже веселый. Прекрасно, Давид, садись дальше. Сейчас русский язык, он стал, ну, скажем, выше, да, лучше. Ребята хорошо его знают. Не могу сказать, что на уровне с русскими детьми, но, тем не менее, замечательно понимают и подтекстовые связи, и метафору, и стихи мы сочиняем. Наша основная работа проходит осенью. Осенью приезжают в командировку коллеги из университета по разным школьным предметам, ведут курсы повышения квалификации для учителей. Сначала это были курсы повышения квалификации для учителей русского языка, потому что изначально ставился вопрос о том, что здесь есть определенные сложности в изучении русского языка. Но опыт показал, что не все так плохо, да, и потом было принято решение, что продолжать квалификацию и коллег других направлений. Здесь были учителя математики, физики, учителя истории, и сейчас вот в этом году работают здесь учителя труда. Приехали к вам обучить местных учителей актуальным вопросам в преподавании дисциплин труд, технология и основы безопасности и защиты Родины. В предмете труд, технология тоже у нас нововведение. Работа со станками — это тоже очень важно, но не нужно забывать о том, что мир развивается, новые технологии, это все тоже туда входит, в частности 3D-принтеры, робототехника. Детям это нравится, потому что все-таки это новые технологии, дети больше погружены в это все, чем взрослое поколение. Все новые знания — это очень хорошо, и учителя ваши стремятся к этому, они большие молодцы, проявляют интерес. Мы делимся опытом по реализации предмета безопасной жизнедеятельности. В этот предмет входит несколько блоков. Первое – это чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера. Первая помощь пострадавшему, пожары, медицинская помощь, основы начальной военной подготовки. Потом время тоже меняется, к сожалению, оно становится более конфликтным, да, вот у нас происходят военные конфликты на всей нашей планете, поэтому надо знать, как вести себя в тех или иных ситуациях. У нас процесс жизни, он связан с различными опасностями, и надо научить подрастающее поколение, как можно минимизировать эти опасности и как более правильно себя вести при возникновении тех или иных опасностей. Продолжим наши занятия. Мы остановились с вами на модуле 2, и тема сегодняшнего занятия — это Google Диск, соответственно, Google Doc и Google Slides. Ежегодно приезжают порядка 10 человек, получается уже где-то человек 15-20 учителей приезжают. Сколько обучили, но с учетом этого года порядка 1000 человек. Коллеги приезжают и распространяют здесь, в Абхазии, лучшие практики российского образования. И многие вещи, которые они сюда приносят, они активно используются потом уже учителями Галского района в своей работе педагогической. Это оказалось очень полезным. Каждый вторник мы вот здесь собираемся, проходим курсы повышения квалификации. И компьютерная грамотность очень современный элемент на сегодня, потому что сегодня как бы все проходит в цифровом формате. И молодые учителя, которые были знакомы с компьютерной технологией, несмотря на то, что мы знакомы с ней, все равно много чего нового узнаем. В основном придерживаемся советской вот этой системы, но
одновременно шагаем в ногу со временем, потому что детям, чтобы было более интересно, наглядно, мы пользуемся как раз интерактивной доской, проектором, фильмы различные показываем, и их это более наглядно, когда они это все видят, и им более интересно. В связи с тем, что в наши школы, в школы района завезли оборудование с России, это компьютеры, 3D-принтеры, интерактивные доски, у нас появилась возможность на практике изучать компьютерную грамотность, и эти уроки, конечно, являются несомненным подспорьем для более высокого уровня учителей в современном мире. Учителя, которые проходят наши курсы, они потом эту работу, эту учебу, они продолжают. Многие учителя участвуют потом в международных конференциях, которые проводит наш университет, поступают, опять же, обучаться в наш университет на курсы повышения квалификации дополнительно. Также дети под руководством этих учителей принимают участие в различных образовательных мероприятиях Российской Федерации. То есть работа видна, она за 3 года уже видна.